очень приятно, что политическая элита встречается с научными, с наукой нашей. И вот Виталий Гадня произнес такую фразу, что чтобы государство успешно развивалось, необходимо ее деятельность строить на научной основе, с наукой. Поэтому сегодня такая дискуссия политической элиты с научной очень приятна. Я думаю, что это должно быть традицией. 100 лет назад Махатма Ганди, известный индийский общественный деятель, сказал, что только в той стране, где ученому хорошо, будет всем хорошо. Ну, то есть науку надо ценить. Теперь по тематике сегодняшнего доклада я постараюсь быть кратким, поскольку вы уже устали. Но ясно, что экологические проблемы, которые перед республикой, перед нами лежат, они имеют очень обширный спектр. Поэтому детально останавливаться я не буду. Я перечислю и вкратце направление. Если вопросы будут, я отвечу. Поскольку природные ресурсы являются источником благосостояния нашего народа, его сохранение и рациональное использование является необходимым условием дальнейшего успешного развития нашего общества. Экологические проблемы Абхазии связаны в первую очередь с природными факторами и с антропогенными факторами. Последние десятилетия антропогенные факторы в своем воздействии на природную среду, они стали сравнимыми с природными факторами. Ну, в частности, у нас, значит, морская среда, море является одним из основных рекреационных объектов, и его качество, его привлекательность является основой для рекреационной деятельности. Ну, мы знаем, что Черное море – это закрытое море, оно не взаимодействует с океаном. Водообмен через пролив Босфор очень ограниченный, поэтому все загрязнения практически, которые производятся в море, они остаются, и происходит накапливание. Поэтому эта проблема, связанная с тем, что у нас в Абхазии, к сожалению, нарушены все коммуникации, практически сточные воды без очистки попадают в Черное море. Хорошо, что, во-первых, нас мало, нет промышленности, которая сильно очень загрязняла. Но есть отдельные акватории, которые действительно очень сильно загрязнены, и тем более бактериально. В общем состоянии, если взять Черное море, то, пожалуй, Абхазское побережье является наиболее чистым с точки зрения промышленных загрязнений там и так далее. Но тем не менее, биогенные загрязнения, бактериальные загрязнения, они имеют пик в летний период и очень часто значительно превышают допустимые нормы. В частности, по загрязнению нефтяными продуктами, это Абхазия не очень сильно загрязняет, но в связи с интенсивностью движения транспорта, в связи с тем, что транспортировка нефти, танкеры и так далее, они создают высокую концентрацию нефтеуглеродов. Фоновые значения по нефтеуглеродам не опускаются ниже 2 ПДК, фоновые значения. Значит, самая чистая вода по отношению к нефти, она в 2 раза превышает допустимые нормы. То есть там уже флора и фауна, ихтиофауна развивается в ущербном состоянии. Ну, вторая проблема, значит, это проблема эффективного использования пресной воды. Ну, вы знаете, что наши реки, они 14 кубокилометров в год в среднем воды сток составляет.
И этот запас, он в 1000 раз превышает те потребности, которые нам нужны. В таких условиях, вот с точки зрения стока пресных вод, практически кроме бассейна Амазонки ни одна другая страна не имеет. У нас очень стратегический запас пресной воды достаточно высокий. И мы спокойно можем распоряжаться этой водой без ущерба абсолютно для экологии. Я примерно прикинул, что 1% реализация 1% стока, 1% стока, хотя можно и до 10% использовать, принесет прибыль, чистую прибыль для нашего государства 250 миллиардов рублей ежегодно, без какого-либо ущерба для экологии. 1%. Ну, соответственно, 5% тоже вполне возможно использовать пресную воду. Это то, что касается. Следующий очень важный такой момент для курортного, для республики, для которой туризм является одним из основных элементов, это утилизация твердых бытовых отходов. Об этом мы много говорим, но, к сожалению, как говорится, возле ныне там, с места этот вопрос не сдвинулся. Хотя есть очень конкретные, хорошие предложения, которые без особых затрат для нас, для нашего бюджета, можно эти проекты реализовать. Ну, кто-то хочет на этом заработать, будет зарабатывать, но зато у нас будет, так сказать, проблема снята с нас. Но здесь, в общем, нужна, как говорится, политическая воля и жесткое решение этого вопроса. Я вот думаю над тем, что бы было, если бы у нас не было гастарбайтеров с нами. Мы бы в этом мусоре с головой. Вот, кстати, значит, я в Грозном был, в Чечне. Там нет ни одного гастарбайтера, но тем не менее, начиная от президента до последнего крестьянина, они так вылезали этот город Грозный. В городе ни одной урны нету на улице, никто сигарет не бросает, спичек ничего не бросает. А у нас едешь и из машины выбрасывает все, что угодно, бутылки там и так далее. Вдоль трассы едешь, вся дорога, значит, в этих выброшенных из машины. Это культура, экологическая культура поведения, вообще уровень культуры народа показывает. К сожалению, эти вещи надо исключать из нашего. Ну, утилизация опасных веществ, таких как вот ртутные лампы, батарейки, аккумуляторы и так далее, природа не может их быстро реализовать, то есть нейтрализовать. Они остаются долгое время и в течение длительного времени будут тратить. К ним надо специальную сортировку делать, захоронение там и так далее. Тоже вопрос очень такой, который требует срочного решения. И последнее — это возрастание рекреационной нагрузки на наши природные объекты, которые такие как озеро Рица, Новоафонская пещера, Пицунская сосновая роща. То есть эти объекты, они в результате вот антропогенного пресса нарушена их нормальная возможность нормального экологической безопасности там нарушена. Поэтому я перечитаю те объекты, которые требуют срочного принятия мер, срочного решения. Ну, эти объекты, они, в общем-то, нельзя сказать, что мы о них ничего не знаем. Дело в том, что вот проведены серьезные исследования с нашими дипломниками, курсовыми и так далее, выполняя эти работы. Мы эти объекты достаточно хорошо изучаем, хорошо много о них знаем и примерно знаем, каково дальнейшее развитие, что произойдет через там несколько лет. Поэтому, кроме того, значит,
Вот мы проводим программу взаимодействия с Российским фондом фундаментальных исследований, я имею в виду Академию наук. И мы взаимодействуем с ведущими научными институтами России. Ну, я перечислю: Институт географии Академии наук, Институт океанологии Академии наук, Московский государственный университет, Ленинградский, Санкт-Петербургский университет, Казанский университет. В рамках фонда фундаментальных исследований у нас ведутся там 9 программ очень таких серьезных мы ведем с этими институтами по части изучения исследования окружающей среды. То есть мы используем современные технологии, научное оборудование, кадры и готовим свои кадры. То есть здесь очень такая обширная программа, которая позволяет нам без своих собственных больших затрат проводить исследования окружающей среды. Но, тем не менее, значит, существующие проблемы и их решение требуют проведения следующих мероприятий. Необходимо вот на данном этапе сформировать на базе Абхазского государственного университета, академических институтов, общественной палаты, соответствующих комитетов парламента экспертное экологическое сообщество, экологическое экспертное сообщество с целью привлечения ученых, специалистов общественности к решению текущих экологических задач и рационального природопользования. Ну, мероприятия, которые необходимо в первую очередь решить, предусматривают следующие этапы. Это совершенствование законодательной нормативной базы в области экологии. То есть на сегодняшний день такой базы нет. Ну, это очень большая работа, связана с тем, что кроме самих законов, там существует очень большой объем подзаконных актов, которые конкретизируют вот вот самого закона. Поэтому это очень большая работа, которую совместными усилиями как-то надо решать, узаконить вот, рациональное природопользование. Второе – это создание полноценной общественной, государственной общественной экологической экспертизы, программ и проектов хозяйственной деятельности. То есть все программы, вся хозяйственная деятельность, она должна быть под контролем экспертного сообщества. То есть, если грубо говорить, что без вот такого комплексного решения экспертного сообщества, парламента и общественной палаты не должны иметь возможность решать какие-то вот комплексные задачи по освоению природных ресурсов. То есть эта программа любой хозяйственной деятельности должна пройти эту экспертизу и получить одобрение парламента. Или хотя бы соответствующей комиссии парламента после экспертных оценок. Ну и одним из звеньев необходимо, чтобы вообще экологические направления исследования, они стали приоритетными. То есть, поскольку наше вообще благополучие, благосостояние нашего народа связано с тем, что мы должны сохранить природную среду, чтобы она была привлекательна. Я приведу такой конкретный пример. Вот то, что касается Новоафонской пещеры, значит, у нас в свое время мы первую хоздоговорную работу в республике, Олег Алексеевич помнит, в 2006 году заключили договор с пещерой. Мы там организовали, значит, такой экологический отдел, который контролировал все состояние пещеры. Мы приобрели, значит, соответствующие приборы, сделали несколько открытий, вот, откровенно говоря, в этой пещере. Но, к сожалению, эти открытия не оказались такими приятными. В пещере, значит,
оказывается, естественные процессы таким образом построены, что там происходит накопление углекислого газа в летнее время за счет специфики вентиляции. Там имеется реверс, то есть в зависимости от времени года там происходит или всасывание, или наоборот отток воздуха. И в летнее время там концентрация углекислого газа, к сожалению, превышает все допустимые нормы, то есть больше 0,5%. При такой загазованности шахтеров в шахту не пускают, потому что они задыхаются, асфиксия наступает. А мы туристов спокойно провозим. Они должны иметь железное здоровье, чтобы в течение часа дышать таким воздухом. Вот. Ну, к примеру, и по радону там проблемы. Я в свое время от имени университета, от имени Академии наук писал и премьеру, бывшему премьер-министру, и разговаривал, и с самим президентом разговаривал. Но, к сожалению, с дирекцией пещеры мы находим общий язык, поскольку Гивис наш выпускник, я его научным руководителем был, и мы с ним прекрасно взаимодействуем. Но комитет по курортам и туризму в лице, значит, Вайкербая Тенгиза Игоревича, они категорически из-за того, что мы хотим, чтобы вот эти выявленные вещи, там нужно вложить определенные средства, там обеспечить вентиляцию, там реализовать наши рекомендации. Наши рекомендации у них, кстати, в виде отчета и рекомендации лежат у них. Но, к сожалению, они ничего не делают, потому что не хотят тратить на это никаких средств. В связи с этим я считаю, что все, кто использует природные ресурсы и, соответственно, приносит определенный там вред или ущерб, будем говорить так, они должны платить за это дело, компенсировать. Для обеспечения безопасности, экологической безопасности, любое предприятие, любой из этих, кто, значит, эксплуатирует природные ресурсы, они должны, я считаю, что вносить определенную плату за обеспечение безопасности, экологической безопасности. В связи с этим предлагаю восстановить республиканский экологический фонд, который был при Комитете экологии и природопользования, но потом по чьей-то доброй воле этот фонд был устранен. Хотя, значит, благодаря этому фонду были сделаны, очень много было сделано. Поэтому я предлагаю восстановить этот фонд. Из бюджета там небольшие деньги выделить на формирование этого бюджета, как это было раньше. И, кроме того, значит, в этот фонд направить средства от предприятий и организаций, которые потребляют, используют природные ресурсы, определенные там, это можно конкретно обговорить, но главное, что здесь должен быть закон, издан о том, чтобы, значит, вот этот фонд экологически снова зафункционировал. И этот фонд, между прочим, проводил очень обширную работу по образованию и воспитанию школьников, студентов. И они проводили конкретную работу. Значит, морское побережье, когда не было гастарбайтеров, в основном за счет экологического фонда школьники и студенты ходили, собирали и очищали. И много других русла рек исследовали, тоже там проводили чистку и так далее. Мне кажется, это важный элемент образования и воспитания экологическое для нашей подрастающей молодежи. На него надо обратить особое внимание. Благодарю за внимание.